26 мая 2017 года в Назрани состоялось открытие первой республиканской детской больницы. Этого события ждали не одно десятилетие, ведь раньше о таком даже не мечтали. История практически всех медучреждений Ингушетии начиналась с той же маленькой больницы, которая находилась в административном округе Гамурзиевский. Здесь размещались несколько самых необходимых отделений, в том числе педиатрическое. Затем был переезд в Назрановскую центральную районную больницу, которую в декабре 1992 года переименовали в Ингушскую республиканскую клиническую больницу. Тогда детскому отделению выделили 60 койко-мест. Я начинала работать с 1993 года. Конечно же, условия те, что были, и те, что сейчас, можно сказать, что они, в принципе-то, несравнимы, потому что детское отделение РКБ, оно было перегружено больными, потому что это головное отделение, и со всех 4 районов этой республики дети поступали в это отделение. Никому не было в отказе от госпитализации, и приходилось как-то, палаты были 6-местные, 1-2-местных палат, 4-местных не было. И поэтому дети находились в более сжатых условиях, и риск передачи воздушно-капельной инфекции был высок. Для Ингушетии 60 койко-мест было недостаточно, поэтому пациентам приходилось стоять в длинных очередях и проходить лечение в тесных палатах. Из-за отсутствия мест в палатах пациентов приходилось размещать в коридорах, а порой одно койко-место занимали мать и несколько детей. Я здесь с 3 детьми. Сначала мы лежали в коридоре, затем нас перевели в палату, предоставив мне и моим детям одну кровать. Совсем недавно нам дали вторую. Это очень трудно. Участок вдоль федеральной дороги некогда пустовал, земли находились в бесхозном состоянии. Но несколько лет назад этот район превратился в большую строительную площадку. Здесь началось возведение социальных объектов. Один из которых – детская республиканская клиническая больница. Строительство велось в рамках федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Ингушетия» на 2010-2016 годы. Специализированное детское медицинское учреждение было построено в республике за 3 года. Сметная стоимость объекта – более 508 миллионов рублей. Больница рассчитана на 200 обычных коек, плюс 15 реанимационных. Проектом предусмотрено отделение травматологии, ортопедии, детской хирургии, пульмонологическая и педиатрическая, кардиология, реанимация, эндокринология. Детская республиканская клиническая больница вообще открыта в мае 2017 года. В этом году нам исполняется 2 года. За этот период в детской республиканской клинической больнице было около 20 тысяч посещений в амбулаторном порядке и около 12 тысяч госпитализаций. То есть мы можем сказать, что данный объект по тем задачам, которые ставились перед ней, абсолютно справилась. И те профиля, те отделения, которые сейчас функционируют в нашей больнице, в нашем стационаре, их в принципе не было до постройки нашего объекта. И то, что сейчас происходит в нашей клинике, это новые возможности и новые лечение детей по новым стандартам, по новым клиническим протоколам, которые уже существуют на данный момент. Если говорить о отделениях и о профилях в нашей клинике, то это 12 отделений, около 19 профилей, плюс 3 диагностических отделения. Это клинико-диагностическая лаборатория, функциональная диагностика, плюс рентгенская и ультразвуковая диагностика. На данный момент, буквально недавно, в нашем стационаре установлен компьютерный томограф компании-производитель Philips на 128 срезов. Это огромные возможности для нашей клиники, для наших докторов в диагностике каких-то сложных патологий.
Плюс в нашей клинике мы будем проводить компьютерную томографию с использованием контрастов, что еще более облегчает диагностику таких патологий, как онкология. Тамара Хашагульгова попала в отделение травматологии в результате несчастного случая. Ее 12-летняя внучка сломала ногу. Девочке оказали необходимую помощь, и она идет на поправку. К сожалению, Ясмина вынуждена часто посещать медицинские учреждения. Того требует ее диагноз. Внучку лечили в ведущих клиниках страны, и бабушка считает, что качество оказываемых услуг Республиканской клинической больницы Ингушетии соответствует всем требованиям. У меня 6 детей, 3 мальчика, 3 девочки. В принципе, они не болели, по больницам я их не возила, но у нас больница была в крепости. Там была и неврология, была терапия, роддом, инфекционное отделение. Вот это все отделения находились у нас в крепости. Раньше вот в больнице у нас тесно было, тесновато было. Больницы же маленькие были, корпуса маленькие были. А сейчас уже здания такие большие, несколько этажей. И даже вот пациенту вот ложить место есть. Ну, не ждут, пока вот один выпишется, второй снова пополнение будет. Вот такие вот ситуации. Но сейчас, конечно, объем лучше. Палаты отдельные, чистые, ухаживают, уборку делают нормально, все хорошо. За пациентами даже, в общем-то, 3-4 раза приходят, общаются с пациентами. Аппаратуры больше, врачей больше, опытных. И мне нравится вообще-то. Здесь все создано для удобства маленьких пациентов и их мам. Просторные светлые палаты, отдельные санузлы – все необходимое для комфортного и эффективного лечения. У меня 3 детей, но вот этот мальчик, вот, обращалась именно в детское отделение, обращалась только с этим мальчиком. Потому что у нас родился маловесный, недоношенный, и все время ему было не нужно. И стационарное вмешательство, лечение постоянно было нужно. Вы знаете, коллектив остался один и тот же. Я очень рада. Где-то 5-6 лет мы эту больницу уже, детский стационар, не посещали. Но тогда, в младшем возрасте, его где-то 2-3 года, регулярно, каждый месяц, 2-3, мы все время лежали в стационаре. Но что нравится, что сейчас условия, потому что тогда было очень тесно. На весь этаж, на весь детский стационар был один несчастный санузел. Ничего, что я на камеру говорю. А сейчас в каждой палате есть санузлы. Просторно, чисто, аккуратно. Просто надо это держать, соблюдать. Вот раньше какие палаты, сколько людей? Палаты были 6-местные, койки были старые, допотопные. Это вот медперсонал хороший, все-таки условия нужны же, это, тем более грудным мамочкам. Не было вот таких маленьких кроваток. Я сейчас смотрю, по палатам прошлась. Есть для маленьких, чтобы не упали маленькие детки. Этого раньше не было. Были одни деревянные кровати, по-моему, советского выпуска еще. А сейчас все новое, белье новое, все вот стерильно, очень нравится. До появления детской республиканской больницы в стесненных условиях находились не только пациенты, но и врачи. О большом и оснащенном кабинете приходилось только мечтать, а собственной лаборатории подавно. Для каждого врача самое главное – поставить правильный диагноз, и в этом ему главным помощником являются самые лучшие условия и техническое оснащение. Сегодня ДРКБ оснащена самым современным лабораторным оборудованием. Это клинико-диагностическая лаборатория. Наша лабораторная служба обслуживает как стационарных больных нашей больницы, так и круглосуточно обслуживаем приемное отделение. Данное помещение у нас предназначено для приема анализов, для приемного отделения. Проводится забор крови непосредственно в этом помещении. И в дальнейшем уже проводится исследование материала для проведения гематологических исследований. Вот у нас анализатор, гематологический анализатор или 3. С помощью анализатора проводится клинический анализ крови с дифференцировкой всех популяций клеток. И здесь у нас оборудовано микроскопами. Микроскопы предназначены для исследования морфологического состава клеток крови и исследования клеточного состава различных биоматериалов. До оснащения лаборатории современными оборудованиями все это проводилось ручной методикой. Это рутинная работа.
было, конечно, это сложно для и медработников, и для, конечно, для больных. Если учитывать, что анализатор у нас проводит 60 тестов в час, то ручным методикам это, конечно, занимает большее время. Ну, примерно сколько? На один анализ у нас, наверное, где-то, может, минут 20-30, если это ручная методика. Так, анализатором это минутная работа. А здесь у нас биохимическая лаборантская. Данное помещение у нас оснащено биохимическим анализатором. Здесь проводится, на этом приборе проводится большой спектр биохимических параметров. Должна сказать, что не все в лабораториях данный анализатор проводит такие параметры, как гликированный гемоглобин. Это большая помощь для эндокринологических больных, потому что при поступлении таких больных обязательно надо обследовать на гликированный гемоглобин. Помимо гликированного гемоглобина проводятся другие биохимические показатели, анализирующие различные состояния, как состояние различных систем организма, сердечно-сосудистой, мочеполовой системы, ну и другие показатели. В ДРКБ также функционирует эндокринологическое отделение. Как правило, в детских больницах не предусмотрены такие отделения. В СКФО таким новшеством могут похвастаться только в нашей республике. Молодое отделение, у нас такого отделения и не было в республике. У нас, насколько я знаю, такие отделения и по всему Южному федеральному округу существуют они только в каких-то в центрах, в диспансерах, в детских стационарах. А у нас появилась такая хорошая возможность. Это у нас детская эндокринологическая служба, она складывалась из только кабинетов в поликлинике, в диспансере. И свою основную работу мы проводили в амбулаторном порядке. Теперь у нас возможность положить нашего пациента, провести самую первичную учебный процесс с ними, потому что первое, конечно, что в эндокринологии для нас самое важное, это сахарный диабет. Каждый год выявляется огромное количество детей, каждый год это обновляется, вирусная инфекция провокатором является диабета. И самое главное, как мы отнесемся к этому пациенту, то есть с первого дня, как мы научим этого пациента адаптироваться к этой жизни, как мы научим пациента управлять своей жизнью, от этого зависит дальнейшая жизнь. Наша цель – выявить, поставить диагноз, не только поставить диагноз, а именно обучение. Для этого у нас есть школа диабета, где работает психолог. Появление диабета – это, к сожалению, стресс не только для родителей, для детей, но самое главное для родителей. Поэтому наш психолог занимается с родителями, проводит с ними беседу, обучает их и занимается с детьми, то есть готовит их в дальнейшей жизни их. Там же мы проводим обучение по управлению диабетом в плане самоконтроля, то есть как правильно контролировать свои сахара, потому что в дальнейшем они остаются уже, как говорится, в первую очередь сами собой. Проводим обследование полное в плане проведения гормонального фона, в плане исследования гликированного гемоглобина, то есть исследование за 3 месяца сахаров. Опять же, стало очень для нас хорошей возможностью исследование детей с низкорослостью. То есть до сих пор, если мы всех детей, нуждающихся в специализированной помощи, отправляли на иногороднее лечение в клинике нашей федеральной в НИАП, Ростов, эндокринологический научный центр Москва, ЭДКБ, теперь эта цифра намного сократилась. Конечно, даже если требуется высокотехнологическая помощь, нам приходится отправлять таких детей, но это уже маленькая часть. В основном наши дети находятся у нас. Для того, чтобы установить этот диагноз, нужно проводить пробы, стимуляционные пробы. Это очень такая емкая работа, это очень такая аккуратная работа, потому что может быть в плане осложнений. Поэтому делать это только возможно стационарно, и до сих пор эти дети направлялись в федеральные центры. Теперь у нас только за 2018 год было выявлено уже 6 человек, для нас это хорошая цифра для получения гормона роста. Эти дети получают гормоны, их включают в федеральный регистр, и дети уже начали терапию. То есть они уже застрахованы от жизни быть, извините меня за такое выражение, карликами. То есть они могут адаптироваться, нормально жить обычной жизнью и достигнуть такого среднего возраста, роста, который им будет
удобно жить в нашей жизни. По последнему слову техники оборудована большая и малая операционная. Лечение и диагностика в ДРКБ проходит на высшем уровне. На данном этапе мы видим, что доктор делает ультразвуковую диагностику органов брюшной полости. Стоит аппарат, ультразвуковой сканер фирмы Samsung. В принципе, хороший аппарат, и та диагностика, которая здесь проводится, дает очень большие результаты в плане диагностики патологии брюшной полости, органов дыхания, малого таза и при проведении нейросонографии. В сегодняшнем мире все зависит от врачей и от той техники и технологий, которые есть в их распоряжении. В настоящее время здесь лежит пациент, у него идет видео-ЭЭГ-мониторинг, запись работы головного мозга. Этот метод нам позволяет выявить какие-то скрытые формы эпилепсии. Этот метод показан больным, у которых рутинная ЭЭГ ничего не выявляет, она может не выявить. Этот же аппарат и это обследование нам помогает диагностировать различные формы эпилепсии, которые провоцируются во сне, так и определенными стимуляторами. Этот метод, раньше у нас не было этого аппарата, этой возможности. Мы сюда перешли из республиканской клинической больницы. Там у нас не было такой возможности. Раньше у нас больные, чтобы выполнить это исследование, выезжали в иногородние клиники, в частные в основном, платно это осуществлялось. Это довольно дорогой метод исследования, если его выполнять в условиях частных клиник. Сейчас у нас есть возможность бесплатно выполнить это исследование нашим пациентам, которые в этом нуждаются. Это, конечно, не все больные дети подлежат этому исследованию, только те больные, у которых рутинная ЭЭГ не выявила каких-то отклонений, но в клинике у ребенка имеются приступы различного рода. А такое бывает очень часто. И вот таким деткам, которым показан этот метод исследования, мы имеем возможность на сегодняшний день выполнить. Чего, конечно, у нас не было на базе той больницы, Ингушской республиканской клинической. Вот сегодня у нас это огромная возможность. За последние годы в Ингушетии значительно снизилась детская смертность, а продолжительность жизни самая высокая в России – 81 год. Безусловно, немаловажную роль в этом играет развитие системы здравоохранения, главной задачей, несомненно, которого является повышение качества медицинской помощи, разработки и внедрения передовых методов диагностики и лечения для сохранения здоровья нации.